новостей на телеканале «Жибек Жола». О событиях к этому часу расскажу вам я, Айгуль Микей. Добрый день. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций профинансирует модернизацию транспортной, энергетической, водной и социальной инфраструктуры Казахстана. Договоренность об этом была достигнута на встрече заместителя премьер-министра Нурлана Байбазарова с вице-президентом банка Константином Лимитовским. Помимо этого была подписана декларация о намерении совместно разработать трехлетний инвестиционный план, который будет включать сферы возможного финансирования. Отмечается, что проекты будут направлены на достижение Казахстаном углеродной нейтральности. О возможностях Казахстана в достижении углеродной нейтральности говорили и в Алматы. Здесь прошла встреча спикера Сената Маулена Ашимбаева с жителями города по вопросу строительства АЭС. Члены Народного штаба встретились с учеными, преподавателями вузов, представителями АНК и обсудили задачи предстоящего референдума. Участники сошлись во мнении, что следует укреплять возможности науки, создавать условия для широкого внедрения инноваций в производство. В течение года было проведено много круглых столов, заседаний и совещаний. Всесторонне рассмотрены вопросы о том, что это даст нашей стране. Теперь 6 октября в стране состоится всенародный референдум. Тогда и будет принято конкретное решение. Как народ решит, так и будет. Атомная энергетика – одна из самых перспективных отраслей, требующая высококвалифицированных специалистов. Сразу 5 отечественных вузов подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в подготовке кадров для этой сферы. Обучение будет проходить по трехступенчатой программе. Лабораторную работу по термодинамике и молекулярной физике студенты выполняют в специальном кабинете. Будущий физик-ядерщик Динмухамед Жамбыл уверен, знания в этих областях помогут ему лучше понимать поведение частиц и энергии на микроуровне. Это любовь с детства, мне кажется, потому что с детства как-то все время как устроен мир, как все работает, было интересно разбираться в всем. Когда я узнал то, что можно стать в будущем физиком, ядерщиком, работать у себя в стране, это же мечта. Филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ открылся в Алматы 2 года назад, после того, как между Казахстанским министерством энергетики и Росатомом было подписано соглашение о подготовке кадров в области атомной энергетики. Сейчас здесь обучаются 150 студентов. Закладку топлива в атомный реактор осуществляют роботы. Значит, нужны специалисты по робототехнике. Часть атомной станции – это, конечно, снабжение электричеством и теплом. Это значит, нужны и специалисты в области теплоэнергетики, электроэнергетики. Скажем, нужно взаимодействие с МАГАТЭ. Это, соответственно, нужны специалисты в области международного права. Для работы на АЭС нужны не только узкие специалисты. Станции с 2 энергоблоками потребуют около 2000 человек с высшим и средним образованием. Инженеры, химики, энергетики, электрики – все они будут проходить обучение по специальным программам. По Казахстану 26 вузов готовят по электроэнергетике, с десяток вузов по теплоэнергетике. Но в каждом вузе свои особенности. Специалисты подготовки для подстанции. У нас многолетний опыт, у нас достойный преподавательский состав. А в атомной электростанции такие же подстанции будут стоять на территории. К слову, 4 отечественных вуза уже тесно сотрудничают с Институтом ядерной физики. 24 студента обучаются по специальностям – ядерная энергетика и ядерная инженерия. Обучение предполагает трехступенчатую программу – бакалавриат, магистратура и докторантура. Практические навыки будущие специалисты будут закреплять на исследовательском стационарном реакторе в Институте ядерной физики. Айман Каймульзна, Ерик Керимкулов, Жибек Жола, Алматы. К другим новостям дня. Почти 6 миллиардов тенге направят на ремонт дорог в Атырауской области после наводнения. Восстанавливать будут 8 участков по таким маршрутам, как Индер-Харабау-Сагыс, подъездные пути к поселке Харабау, а также Сартогай-Махамбет и Атырау-Индер. Это обойдется бюджету в 4,5 миллиарда. Город Кулсары получит деньги на ремонт тротуаров, а еще миллиард уйдет на строительство нового моста и водопропускных сооружений. Отмечу, в этом регионе большая вода повредила 11 участков дорог и разрушила 5 участков водопропускных труб.
В разгар уборочной страды министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров побывал на востоке страны. Он призвал аграриев активнее использовать все доступные финансовые инструменты для развития хозяйств. При этом создавать условия для сельчан и строить социальные объекты. Ведь сельхозформированием оказывается государственная поддержка. В этом году в Восточном Казахстане общая площадь уборочных площадей составляет 640 тысяч гектаров. Основная часть засеяна зерновыми и зерно-бобовыми культурами. Темпы работ сдерживает дождливая погода. Урожайность на 5 центнеров больше, чем в прошлом году, средняя имею в виду. В прошлом году 9,9, 10 40, сейчас 15 идет. В целом хозяйстве крупное, средних, кто соблюдает технологию, там 25-30 поля, 50-60 центнеров дают. В принципе, в этом году неплохо. И погодно-климатические условия нормальные. Наоборот, сейчас дожди, осадки мешают немножко убирать. В Северо-Казахстанской области начался ремонт Сергеевского водохранилища и Петропавловского гидроузла. На это из бюджета выделено 194 миллиона тенге. Помимо этого, в регионе проводится полная инвентаризация всех водохранилищ и каналов. Тему продолжат мои коллеги. После пережившего аномальный паводок Петропавловский гидроузел специалисты проверяют до мелочей. А выявленные недочеты тут же устраняют. В планах специальной комиссии проверка еще одного стратегического объекта – Сергеевский участок. Будет сейчас проводиться ремонт деформационных швов, посадочного места затворов, а также уплотнительных резинок. Но мешает на это на сегодняшний день еще на Сергеевском водохранилище. Отмечу, что в регионе 20 гидротехнических узлов, один из которых в аварийном состоянии. Сейчас там тоже ведутся ремонтные работы. Специалисты уверяют, никаких угроз для населения нет. Они также добавили, что до 2028 года все гидроузлы будут отремонтированы. А это уже другой участок. 2 гидростанции вблизи населенных пунктов Новоникольска и Долматова начнут ремонтировать в октябре. В Висильском же районе, который тоже пострадал от паводка, все водные объекты уже отремонтированы. В Казгидромете рассказали, уже создана специальная интерактивная карта со всей подробной информацией о гидрологических станциях и объектах сбора воды. Также принято решение о строительстве еще 3 гидропостов. Один гидрологический пост будет располагаться на реке Исиль, это село Шаптыколь. Второй гидрологический пост он будет располагаться на притоке к реке Исиль, это река Сырая Озек, село Сухорабовка. И дополнительно мы открываем гидрологический пост в Акжарском районе на реке Шат. Одно из поручений главы государства, озвученное в послании, касается водной сферы. Правительству поставлена задача оцифровать каналы, реконструировать водохранилища и построить новые. Шудин Саидов, Абзал Турабеков, Жибек Жолы, Северо-Казахстанская область. Мировое искусство находится в состоянии застоя и нуждается в ренессансе. Это заявление известного британского скульптора и художника Юнуса Сафардиара. Накануне в Национальном музее в Астане открылась выставка Сафардиара с соответствующим названием «Второе восхождение». Представлены 8 инсталляций, они выполнены в оригинальных формах. И далее идея развивается в масштабных видеополотнах. Изображение на экранах постоянно меняется с помощью компьютерных программ. Привез на выставку скульптор и свою самую популярную работу «Коллайдер», вес которого достигает 1 тонны. А перед открытием экспозиции Юнус Сафардиар соорудил 2 инсталляции в виде механизма часов из воска. Этим автор пытается донести до зрителей идею состояния непрерывной цивилизационной трансформации. Одни сделаны 20 лет назад, некоторые вот это вот мы прямо здесь сделали. То есть очень трудно как бы вот растянуть вдохновление на 20 лет. Да? То есть это как бы... А сама выставка как бы называется «Второе пришествие», да, восхождение, да, как бы. Ну это вот типа второго ренессанса. Возрождение когда происходит? Когда идет упадок. То есть после упадка будет ренессанс. Я показываю здесь упадок. То есть вот трубу, видите, вот эту вот, да, которая как бы сгоревшая, да, а внутри свет. Вот вся работа вот в внутреннем свете, не о трубе, которая сгорела. И в завершении выпуска. Инстаграм обзаведется подростковыми аккаунтами, сообщает издание The Guardian.
Компания Мета, владеющая одноименной соцсетью, намерена дать родителям больше контроля над тем, что смотрят и с кем переписываются дети. Помимо этого появится возможность ограничивать их во времени использования приложения и даже полностью блокировать к нему доступ. Эти изменения коснутся пользователей младше 18 лет, а вот подросткам младше 16 лет изменять настройки и вовсе будет запрещено. Добавлю, подростковые аккаунты пока что будут доступны в США, Великобритании, Австралии и Канаде. На этом наш выпуск завершен. Итоги сегодняшнего дня мы подведем в вечернем выпуске программы «Новое время». Это в 19 часов 30 минут. До встречи в эфире и хорошего дня.